Здесь собралось большое количество людей, среди которых не только родные и близкие спортсмена, но и те, кто на протяжении всего чемпионата активно болели за своего земляка. Серебряная медаль в золотой оправе борец Муса Евлоев вернулся в Ингушетию после участия в чемпионате мира по греко-римской борьбе. Завтра в 14 часов жители соберутся, и изберут для себя способ управления многоквартирным домом. Плохое качество коммунальных услуг, неисправный лифт. В общем, проблем у жителей многоэтажек в Назрани накопилось много. Кто их будет решать? И вот предприниматель может зайти на бизнес-навигатор, увидеть весь список того, чего они закупают каждый год. Бизнесменам на заметку: в России запущен проект для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес и легально оплачивать налоги и отчисления. Главное, не думай о том, что ты в прямом эфире. Не думай о прямом эфире. Я говорю, я не могу не думать. Внимание, мы в прямом эфире. Каково это работать в режиме онлайн, знаем я и мои коллеги. Об этом расскажем в выпуске. Они смогли создать виртуальный мир. Компьютерная игра от ингушских разработчиков «Дизельганс» готовится к презентации. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24», в студии Амирхан Зуртов. Здравствуйте. Снижение задолженности за поставленные энергоресурсы и декриминализация топливно-энергетического комплекса в республике. Эти и ряд других вопросов глава региона обсудил на заседании межведомственной рабочей группы. Вице-премьер Зиаудин Даурбеков озвучил данные по платежам за электроэнергию отдельно по каждому населенному пункту. Самые низкие показатели в Насыркорте, Магасе, Газиюрте, Кантышево. Лучший результат по сборам платежей показал Джераский район. Что касается результата работы по декриминализации топливно-энергетического комплекса, на встрече отметили, что оплата за потребленную электроэнергию за январь-июль текущего года составила более 150 миллионов рублей, что на 30% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении в текущем году платежи увеличились на 65 миллионов рублей. Глава республики дал указание принять конкретные меры недопущения роста задолженности, своевременной и полной оплате за поставленные энергоресурсы, а также потребитель-неплательщик должен знать, что избежать ответственности не удастся. В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева прошел прием граждан. Обращение заявителей выслушал спикер регионального парламента Зелимхан Евлоев. Всего за несколько часов было принято более 10 человек. Жители волновали проблемы разного характера. Чаще всего они связаны с трудоустройством, жильем и оказанием материальной помощи. Некоторые вопросы организаторам удалось решить, не выходя из кабинета. Впрочем, большинство обращений требуют более тщательного разбирательства и будут решаться поэтапно. Некоторым лицам по трудоустройству нам помочь удалось. Вопрос земельный очень сложный, но и здесь и в форме консультаций мы помогли. Люди обращаются туда, где им могут помочь. И, конечно же, как бы нам это ни было сложно, мы рады всегда принимать людей и помочь им. В аэропорту Магас встречали серебряного призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Мусу Евлоева. Напомню, ингушский борец в финале уступил олимпийскому чемпиону Артуру Алексаняну и стал вторым в мире в весовой категории 98 килограммов. Это поражение нисколько не расстроило Мусу. Сейчас спортсмен намерен попасть на следующие Олимпийские игры. С минуты на минуту здесь, в аэропорту Магас, должен приземлиться самолет, на борту которого находится серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев. Здесь собралось большое количество людей, среди которых не только родные и близкие спортсмена, но и те, кто на протяжении всего чемпионата активно болели за своего земляка.
В хорошей физической форме, серьезный и, как всегда, немногословный. Встречает нового спортивного героя Ингушетии Мусу Евлоева, что называется, всем миром. Перед чемпионатом спортсмен прошел трехэтапный сбор, но больше всего все-таки мотивирует поддержка земляков, признается он. Поединки прошли, до финала все нормально шло. Уверенно выиграл всех своих соперников. В финале чуть не хватило. Я был готов на 100%, очень прошел сильную подготовку. Как-то по воле Всевышнего чуть-чуть не хватило мне. Как-то схватку неправильно расположила. Дальше будем готовиться. Хочу взять реванш. Чемпионат мира по греко-римской борьбе собрал лучших классиков со всех уголков земли. Соревнования проходили в Париже с 21 по 26 августа. В полуфинале Муса Евлоев одержал победу над украинским спортсменом Дмитрием Тимченко. Уже в финале борец встретился с одним из фаворитов весовой категории до 98 килограмм Артуром Алексаняном. В упорной борьбе золото мировых соревнований в итоге унес спортсмен из Армении. В истории спортивных достижений Ингушетии еще не было серебряных призеров мировых состязаний по этому виду спорта. До сегодняшнего дня ингушским классикам не удавалось подняться на чемпионате мира выше 3-го места. Муса сейчас заявил себя как лидера в этой весовой категории. Мы гордимся, и поздравления во Франции, которые были в честь нашего Мусы Евлоева, это говорит о том, что нашу республику и узнают, и знают, и боятся в том, что мы в своей весовой категории добиваемся результатов. Никто из встречающих, да и вся республика не сомневается, у Мусы Евлоева все шансы завоевать золото на предстоящих Олимпийских играх. Конечно, мы все надеялись, что он станет первым, болели за него, переживали, и вся республика, и все болельщики. Но, наверное, судьба распорядилась так, что на этот раз он второй. Я надеюсь, что в следующий раз и на следующем чемпионате мира, и до 2020 года, следующие Олимпийские игры, Муса проявит себя, покажет с самой лучшей стороны. Он молодой, энергичный. Мы, я думаю, все и болельщики, и жители республики будем радоваться его победами. В любом случае, республика выпавшую возможность даже просто принять участие в соревнованиях такого уровня сам спортсмен рассматривает как бесценный опыт. Он не сомневается, самые громкие победы еще впереди. Ну а дальше серебряный классик после небольшого отдыха намерен продолжить тренировки. Теперь главная цель Мусы Евлоева – золото Олимпийских игр в 2020-м. Исуп Гелисханов, Хава Евлоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Мусу Евлоева принял глава Ингушетии. Руководитель региона поблагодарил спортсмена за успешное выступление и большой подарок для республики к 25-летию. Для молодого борца это несомненный успех, ведь это выступление было дебютным на мировом первенстве. У тебя есть потенциал, ты должен наращивать темп, теперь ты лидер сборной в своем весе и должен достойно подтверждать этот статус, отметил глава в беседе с обладателем серебра чемпионата мира. В свою очередь ингушский спортсмен поблагодарил руководителя субъекта за поддержку и внимание. Я хочу еще раз тебе сказать спасибо за такую радость, которую ты представила и нам, и за такой подарок 25-летию республики. А золотая медаль, она ждет тебя. Она ждет, поэтому и смотрит, наблюдает. Ага, где-то вот чего-то, если упустишь, не придет тебе. Поэтому надо сейчас еще больше тренироваться, усиленно. Договорились? Ну, у тебя есть хороший потенциал, ты можешь там на одной Олимпиаде сейчас выступить спокойно, уверенно, на второй Олимпиаде выступить спокойно, уверенно. Ты единственный или один из таких первых в своей весовой категории в стране, поэтому надо эти надежды оправдать. Дальше сейчас для тебя каждое выступление должно быть как чемпионат мира. Независимо, там, выступаешь на кубок Ярыгина, там, на кубок там, чего-то, там, где бы ты ни выступал, все у тебя должно быть там, на все, вот, до следующего чемпионата, это ты должен выступать так, как будто ты выступаешь на чемпионате. Понимаешь? Ты должен выступать как лидер. Огромное количество спортивных мероприятий, которые проводятся в республике, показывает, что вот недавно был и совет по спорту, в котором нас отметили, заметили и сказали,
на что равняться. Поэтому я думаю, что у МУСа есть потенциал и показать результат выше. Будем надеяться, но и прежде всего вот не сбавлять на одну секунду и прибавлять. И вот в связи с этим и президент Федерации борьбы Миша Мамяшвили хотел тоже как раз передавал огромный привет. Проблемы одной из 18-этажек, расположенной у въезда в Магаз, обсуждались на выездном совещании с участием спикера регионального парламента. Строение также называют сиротским домом, потому как квартиры здесь получили дети-сироты. Жильцы дома не первый раз жалуются на многочисленные проблемы, связанные с сломающимся лифтом и постоянными перебоями коммунальных услуг. На совещание пригласили представителей компетентных в этом вопросе министерств и коммунальных служб, а также самих жильцов. Решили сегодня, жители согласились с этим временем, завтра в 14 часов жители соберутся, ну и изберут для себя способ управления многоквартирным домом. И мэрия Назрани, в принципе, такое решение поддерживает и поддержит. Думаю, что решение жителей этих квартир и по руководителю этой компании. Педагоги образовательных учреждений республики проходят интенсивный курс повышения квалификации. В этом им помогают коллеги из Воронежа. Лекции продлятся до 30 августа. За это время повысить свою квалификацию смогут более 1000 учителей различного профиля. Умение ясно излагать мысль, выстраивать грамотную беседу, а уверенность и красноречие успешно использовать в достижении личных и профессиональных интересов. Многие могут назвать это даром от природы, но при желании любой может развить в себе такие качества, лишь бы было у кого учиться. Учителям республики в этом плане повезло. В рамках повышения квалификации они проходят курс лекций по риторике и русскому языку у воронежских коллег. Учителям русского языка и литературы просто необходим предмет риторики. Конечно, в наших школах очень редко преподается он, там, где есть профильное образование, но без этого предмета учителям русского языка и литературы будет очень сложно работать с учениками. На этом этапе обучения проходят 200 преподавателей русского языка из разных школ республики. Для Луизы Гатиевой, учителя с 20-летним стажем работы с детьми, как и для всех присутствующих здесь, это хорошая возможность обучиться навыкам красноречия и в дальнейшем применить их в своей работе. Наши ученики ждут от нас чего-то нового, чего-то красивого, необычного. И чтобы развить у них этот интерес, мы и призваны выполнять свои функции, работать. Для этого мы и учимся, для этого мы и совершенствуемся. Ведь учитель – это человек, который всю жизнь учится. Лекторы – все квалифицированные педагоги, которые уже второй год подряд приезжают обучить ингушских коллег из Воронежской области новым методикам преподавания школьных дисциплин. Лекции проходят насыщенно и содержательно, а учителям, как бы парадоксально это ни звучало, есть чему поучиться. Мы привезли, как нам кажется, интересную программу и готовы поделиться опытом, который есть в Воронежской области по преподаванию вот таких замечательных предметов. Мы очень любим вашу аудиторию, мы имеем опыт общения с ингушскими коллегами. Курсы повышения квалификации для ингушских педагогов продолжаются. Учителям предстоит освоить немало теоретический материал, который впоследствии они будут применять на практике. Жарайдат Халухоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Ключи от нового автомобиля вручили руководству медресе для незрячих Ар-Рахим в Назрани. Такой подарок им сделал депутат Госдумы Алихан Харсиев. До сих пор ученикам медресе было накладно ездить на различные соревнования, приходилось тратиться на поездки. Теперь все это в прошлом. Вручение состоялось накануне вечером. В нем приняли участие представители Совета Тейпов и Управления по делам религии. قيكاش تاشوش إيشتو حمدلو في أحد يري إيشتو يعني تفسير على خامشينا دقة شيء دقة قابو تجدر أنا دقة بريد خبوج ضحم بريد خبوج ضحم يعني باش ماشي يدخل إيش يعني عشان مثلا حقول بيستا تخيو لا حد تخيو قبيلي لا حد وخي باش تخون زق شت ماشي خذ دوح صوت دوت يعني قيكابل على خامي ماشي معشتها هي حتى وعاشقته وعاشق سبب تيبو نخبر واخر نخبر باهي اسم اللي نعرج جون الحي لا تعدوت بها حين يزي حاجة يعني أوتي دال بزلي هذا دال إزل جون بزل نخبير جون
ему содер, золди ханзер гашдил бачи, табахра ахту дождиона, цан ясвали, алихан аз херси алихан. Дал хвастам бибиз алихан бибиз сигдик выкыз дальше чампион, аванши содди, дальше эхту бахкара. Сами же учащиеся медресе были приятно удивлены и рады такому подарку. Они поблагодарили депутата за оказанное им внимание. У школьников села Нестеровская появилось место для занятия, как его принято называть, уличным спортом. Там построили площадку для воркаута. Это подарок от партии «Единая Россия». В первый же день после ее открытия турники буквально оккупировала местная детвора. Ребята всерьез намерены заняться одним из современных видов спорта. Материал Индиры Манкиевой. В здоровом теле здоровый дух. На этот раз такой большой спортивный подарок единороссы преподносят учащимся 3-й Нестеровской школы. Новая спортивная площадка позволит воспитать в детях любовь к спорту еще с малых лет. Главная цель партийного проекта «Единой России» – поддержка детского спорта. В данном сельском поселении вошли в данную подпрограмму проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», в рамках которого у нас, как мы и говорили ранее, проведенных работ, претензий у нас нет. К работе подрядчика в том числе. Дальше будем вести общественный контроль, смотреть, как это все реализуется. Насколько это значимый и долгожданный подарок для ребят, можно судить уже по этой картине. Нетерпеливые школьники сразу повисли на турниках. На спортивном празднике в Нестеровском и опытные воркаутеры. Ребята устроили для школьников зрелищный мастер-класс. Судя по тому, как завороженно наблюдают за всем происходящим мальчишки, можно предположить, что в Нестеровском уличный спорт точно станет популярен. С таким хорошим стартом в мир спорта школьников поздравляет Ингисхан Аздоев, именитый спортсмен. Сегодня важно уделять повышенное внимание подрастающему поколению, считает он. Нужно с самого детства закладывать, что спорт откроет для них большое будущее. Когда мы были в детском возрасте, у нас не было таких площадок, даже некому было построить их. Если у нас появится больше таких мест, то я думаю, что наша молодежь вырастет здоровым и у всех будет цель куда-то идти. Радость этих ребят совсем скоро смогут разделить и учащиеся 4-й местной школы, для которых как раз сейчас заканчивается строительство такой же площадки. Единороссы решили проверить, насколько готов объект. Проведенных работ мы по-прежнему довольны. Место расположения, в принципе, нас устраивает. Единственное, есть, конечно, некоторые нюансы, которые мы обсудили с руководством школы и которые тоже будут устранены в ближайшее время. Это делается для максимального комфорта детей, которые будут здесь заниматься на этих спортивных площадках. Ведь, как мы знаем, именно в переменах между уроками детям хочется выбежать, выпустить, скажем так, пар на этой спортивной площадке. Она должна быть в шаговой доступности для детей. Учебный год еще не успел начаться, а школьный двор уже заполняют учащиеся, замечает и директор школы. По всей видимости, каждый стремится первым оценить новую спортплощадку. Каждый вечер здесь собираются, занимаются. Дети ходят в ФОКи, спортивные клубы, дети занимаются. Детям действительно была необходима вот такая площадка. Это развитие спорта, это вклад в будущее наших детей. Программа единороссов «Детский спорт» будет реализовываться до 2022 года. В региональном бюджете на эти цели выделено 18 миллионов рублей. В рамках подпрограммы по созданию спортплощадок будет построено 12 открытых площадок, обустроено 6 спортклубов в школах, а также планируется создать условия для занятий шахматами. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев. Новости 24. Хасан Боков завоевал 2-е место на 9-м международном турнире по боксу в Грозном. В состязаниях участвовали мастера высокого класса из различных уголков мира – России, Германии, Белоруссии, Казахстана, Польши и ряда других стран. На пути ко 2-й ступени пьедестала ингушский боксер провел 3 поединка. С призером встретился Тамерлан Хамхоев. Для Хасана Бокова турниры по боксу уже давно не в новинку. Стаж занятий спортом весьма солидный – 9 лет. На прошедшем турнире в Грозном Хасан взял серебряную медаль по итогам 3 боев. В любительском боксе 3 раунда по 3 минуты каждый. Именно это время и определяет сильнейшего. На самом деле, 2-й бой у него там был самый серьезный и сложный.
Это с ним боксировал член сборной команды России по боксу, действующий чемпион СКФО Батыров, спортсмен с Дагестана. В первом поединке боксерского шоу на ринг против нашего земляка вышел спортсмен из Киргизии. Конкуренция на этом турнире была очень сильной, поэтому Хасану пришлось использовать все свое мастерство. Впрочем, первого соперника он победил с сухим счетом. Для судей не было и сомнений, кто фаворит в этой паре. Я у него выиграл со счетом 5-0. Боксер был интересный. Первый бой я этого спортсмена ранее не видел, поэтому такой установки не было. Все установки уже были после того, как я уже шел в ринг. Второй поединок выдался куда интереснее. И дело не только в классе соперника. Спортсмен из Дагестана на пути к полуфиналу одолел давнего обидчика Хасана на чемпионате СКФО Абдулхакима Батырова. Поэтому взять реванш, пусть и не напрямую, все-таки хотелось, признается спортсмен. Тренер наказал действовать первым номером. Это у Хасана всегда получалось отменно. Итог – закономерная и справедливая победа ингушского боксера. Пусть и не без труда, но такие победы, добытые в буквальном смысле потом и кровью, приятнее вдвойне. Второй бой с дагестанцем, я его видел, знал, как он боксирует. И поэтому тренерский штаб уже дал мне указание до боя, как надо провести бой. И по этим установкам я провел свой бой. Тренер чемпиона признает, финальный поединок, по их мнению, разумеется, выиграл Хасан. Но в следующих боях они постараются готовить своих воспитанников так, чтобы противники оказались в нокауте. В любом случае, второе место на престижном международном турнире – очень хороший результат. А ведь это только начало. Сейчас у нас, скорее всего, пройдет учебно-тренировочный сбор. Сейчас, по-моему, мы с главным тренером сборной республики с Местовым Макшерипом решим, где будет проходить, какой сбор у него будет. И после этого он должен поехать на чемпионат России в конце сентября. Поздравить спортсмена приехали и из администрации города, откуда родом Хасан. Для тех ребят, что только начинают заниматься спортом, пример Хасана может оказаться заразительным в хорошем смысле этого слова. Поэтому сегодня чемпиону овации. То, что он завоевал вот это место на этом международном турнире, это в любом случае пример для подрастающего поколения. Те ребята, что тренируются с Хасаном в одном зале, согласны с тем, что только путем долгих и усердных тренировок можно добиться успеха. Ежедневные занятия для этих ребят стали уже чем-то привычным. В скором времени мы, возможно, услышим еще не об одном чемпионе. Тренеры все говорят как надо и все правильно. Мы хотим стать как наш Боков Хасан. Мы рады, что он с нами тренируется в этом зале. Если мы хотим стать олимпийскими или даже чемпионами мира, надо хорошо тренироваться, чтобы стать ими. Пример Хасана показывает, что любая поставленная цель в спорте может быть достигнута путем работы над собой. Выбрав бокс как любимый вид спорта, тысячи детей по всему миру находят себе увлечение на всю жизнь. И даже если кто-то из этих ребят не станет профессиональным спортсменом, в любом случае занятия в секциях не пройдут для них зря. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. В России запущен проект «Бизнес-навигатор МСП». Это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес и легально оплачивать налоги и отчисления. Навигатор работает в режиме одного окна. С помощью него можно рассчитать примерно бизнес-план, определиться с выбором банка, где взять кредит, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Есть очень удобный ресурс и информацию о перечне крупнейших закупщиков, так называемой. Это и огромные наши компании, федеральные компании, которые работают во всей России. Вот, они формируют список товаров, которые они хотят закупить. И вот предприниматель может зайти на этот бизнес-навигатор, увидеть весь список того, чего они закупают каждый год. Вот, сможет с ними договориться, подписать контракты, заниматься поставками своих товаров, которые он производит, услуг. В это воскресенье, 27 августа, национальный телеканал отметит 4-летие со дня выхода в эфир. Зрители ожидают большой телемарафон, много программ, в которых мы вспомним всю историю канала «Ингушетия», трансляция турнира «Битва в Назране». Все это, как правило, будет показано в прямом эфире. Кстати, в прямом эфире мы работаем часто. Например, я и мои коллеги сейчас работаем в режиме онлайн. Слово Зареме Ивлоевой.
Быть телеведущим – это очень тяжелый труд, особенно для тех, кто ведет прямые эфиры. Ведь это большая ответственность. Здесь нет права на ошибку, нельзя запинаться и отвлекаться на эмоции. Никаких дублей, все происходит здесь и сейчас. Профессионал должен уметь гладко выходить из любого положения и при этом не растеряться. Одно дело – новости. Ровно к полудню Хава Султыгова встречается со своим зрителем и в течение 15 минут рассказывает об актуальном в регионе. Через несколько минут на Назрань-арене начнется спортивная программа 7-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Здесь все отточено и сложностей не бывает. Другое дело – многочасовые прямые эфиры. К каждому знаменательному событию в регионе наш канал старается сделать так, чтобы даже те, кто не присутствовал на мероприятиях, смог окунуться в атмосферу праздника, сидя у себя на диване. Будь то День Республики, Кавказские игры, 9 мая или битва в горах. Добрый день, уважаемые телезрители! Я рада вас всех приветствовать на большом празднике, посвященном годовщине 25-летию нашей любимой, единственной и неповторимой республики Ингушетия. Телеведущая Лилия Измайлова делится: во время работы на прямых включениях главное побороть волнение. Здесь очень важна поддержка всей команды – соведущего, оператора и режиссера. Многое зависит от тебя, от того, как ты скажешь, как ты это преподнесешь и сумеешь ли ты донести до телезрителя то, что действительно происходит, допустим, на месте. Да? Первый прямой эфир – это был День Республики прошлого года, когда сказали, что я должна выйти. Я понимаю, что это будет действительно без дубля, и когда мы шли уже на площадь нашу, Алания, я уже понимала, что я хочу вернуться назад. То есть это было очень опасно на самом-то деле. По спортивной части Тамерлан Хамхоев, корреспондент и комментатор. На важных состязаниях его задача не просто в режиме реального времени рассказывать о последних новостях, но и делиться эмоциями, рассказывать о том, что остается за рингом. И даже посекретничать со зрителем, о чем переживают спортсмены, выходя на бой. Мне кажется, зрителям как раз-таки будет гораздо интереснее увидеть эмоции и корреспондента, и того, кого ты записываешь, потому что человек не может скрывать своих эмоций, особенно когда побеждает твой земляк. В нашем случае это Мосур Евлоев. Я помню ажиотаж, который творился вокруг этого боя до самого поединка и во время него. Особой выдержкой должны обладать и операторы, которые зачастую на прямых эфирах должны неподвижно снимать по 5, а то и 8 часов. Может меняться время суток, погода и события на сцене, но операторы не отходят от камер ни на минуту, потому что именно его глазами праздник видит вся республика. К примеру, вот новогодние ночи бывают трудные, холодные, руки мерзнут, ноги мерзнут. Ты должен стоять на одном месте и снимать. А так, если бы ты мог туда-сюда передвинуться, тогда чуть-чуть теплее было. А так стоять на одном месте и в такой мороз снимать это. И все равно работаем и жалуемся. Понимание того, что происходящее на экране – это прямой эфир, вызывает у зрителя особый интерес. Именно поэтому онлайн-вещанию отдан большой приоритет. Есть на национальном и передачи, которые выходят в прямом систематически. К примеру, программа «Главное», в которой непосредственное участие принимают сами жители республики. Дозвонившись в студию, можно рассказать компетентным лицам о проблемах насущных. Минимум 2 программы «Главное» должны выходить в прямом эфире. Ну вот последняя моя программа «Главное» была с исполняющим обязанности замминистра образования. Вот мы с ним в 17:00 сели в эфир, чтобы поговорить о том, вот, о подготовке школ к 1 сентября. И что вы думаете? Начали люди звонить не только о подготовке школ, но и о проверке результатов ЕГЭ, вот, о вакансиях учителей и так далее, так далее, так далее. То есть на самом деле стоит интересному человеку оказаться в студии, звонков шквал. Важные политические события в долгий ящик также забрасывать нельзя. Ежегодное послание главы республики Народному собранию или диалог с народом обязательно в прямом эфире. Сюжет подходит к концу, а я передаю слово Амирхану Дзортову, который в эту минуту находится в студии. Спасибо, Зарема. Продолжаем выпуск. Дизельганс – компьютерная игра от ингушских разработчиков. Это проект совсем молодых ребят, которых объединила одно – любовь к виртуальному миру. Его они смогли создать, причем этот мир довольно реалистичен. Сейчас вы сами все увидите. Репортаж Амины Боковой. Всего
Всего за пару дней игра Diesel Guns сумела захватить внимание многих интернет-пользователей. Более 1500 скачиваний, при том, что игра пока доступна только в тестовом режиме. Разработчики приложения – опытные программисты из Ингушетии. 4 молодых людей объединил интерес к компьютерным играм, и они решили создать свою. Diesel Guns – классические гонки со взрывами. В них можно играть как онлайн, так и без выхода в интернет. Сами разработчики признаются, секрет успеха прост. Игра рассчитана на тех, кто играл в популярные в 90-е игры, где сражались не персонажи, а автомобили или танки. Это игра в жанре Car Combat или Vehicle Combat, то есть переводится примерно как машинки и пушки, то есть совмещаем, и получается игра, в которой человек должен управлять машиной и параллельно стрелять из различного рода этих орудий. Вы появляетесь на карте, и первое, то, что нужно сделать, то, что, наверное, разумный человек сделает, это нужно отправиться собирать всевозможные эти орудия. Ракеты, пушки, лазерные пушки. Идейный вдохновитель и лидер команды Гелани Парагульгов. Программист по образованию, он с детства мечтал создать свою игру, поэтому после окончания университета дал объявление в интернете о поиске команды разработчиков. Когда собралась вся команда, арт-директор, художник 3D-графики, левел-дизайнер и генеральный директор, было принято решение юридически оформить творческий коллектив. Эта маленькая комната и есть офис начинающий, но подающий большие надежды компании ООО «Интанзибан». Сейчас ребята готовятся к официальной премьере Diesel Guns. Необходимо постоянно обновлять игру, дополняя ее и совершенствуя. Руслан Костоев сейчас трудится над пополнением боевых запасов в игре. Для начала мы, как говорится, за круглым столом придумываем какое-нибудь оружие. Что оно будет делать, чем отличаться. Недостаточно, чтобы оно внешне выглядело просто как-то красиво или оригинально. Оно еще должно иметь какие-нибудь свои особенные характеристики, чтобы игрок отдавал свой выбор именно этому оружию, в зависимости от собственных пожеланий и требований. Вот. В данный момент, например, я создаю оружие, которое будет стрелять кислотой. Для такого оружия должен быть определенный вид. Оно не должно, например, выглядеть как оружие, которое стреляет снарядами или пулями. Diesel Guns не имеет аналогов на Северном Кавказе, а ее графика стоит в одном ряду с западными компьютерными играми. Однако такого результата ребята добились не сразу. Долгое время они трудились, но без успеха. Работа пошла в гору, когда появился первый крупный заказ от Министерства культуры Ингушетии – создать виртуальный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Мы создали 6 залов. В каждом зале представлена своя эпоха. Переходим в аланский период. Здесь управление, как в обычных играх, Counter-Strike, вы подходите, ищете интересующий вас объект, например, вот эта фибула. Щелкните на нее и переходите. Здесь можно ее рассмотреть со всех сторон, приблизить, отдалить. Можно почитать. На первый взгляд кажется, что работа программистов больше подходит любителям компьютеров с математическим мышлением. Но на самом деле, чтобы создать игру, нужно обладать большой фантазией и творческим взглядом на работу. Поэтому работают ребята в свободном режиме. Весь офис обклеен стикерами с заданиями. Сейчас программисты трудятся над созданием новой игры, но уже для планшетов и смартфонов. Проект называется, который мы сейчас рассматриваем, это детские дошкольного образования. Называется проект Abbott. Но в целях популяции родного языка, чтобы там был маленький мальчик или девочка, можно будет выбирать, но в зависимости, кто будет играть. И ходить, там бегать, собирать буквы, составлять. Ну, будет сначала задание, поэтому вот это задание там выстроить какое-то слово или какое предложение, так, или загадку какую-то. Полная версия игры будет запущена уже этой осенью, а совсем скоро ребята планируют презентовать ее на выставке «Игромир». Амина Волкова, Адам Далаков, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Всего доброго.